Ждем маскировочные сети. Здесь нам очень нужны. Подобную просьбу от бойцов СВО Светлана Архипченко, руководитель общественного движения «Доброволец», получает почти через день. Для нее это штатная ситуация. Всех укрыть, всем помочь. Цель всех волонтеров-добровольца, которых на сей день по всей республике насчитывается более 1000 человек. Но начинали нас было всего 6 человек, да, мы начинали с 20 мая 23 года, и назывались мы «Внуки победителей». Потом мы, значит, в сентябре стали добровольцами. На тот момент у нас было 6, и в итоге у нас сегодня 55 филиалов, и в каждом филиале минимум по 20 человек. То есть это более 1000 человек на сегодняшний день у нас по республике и в городе. У нас также еще районы есть, у нас как бы лидеры наших, самые такие наши филиалы, и, как, соответственно, как большие предприятия в нашем Якутске. И также мы с 29 октября мы вошли в состав народных полков Народного фронта. То есть мы теперь под крылом Народного фронта мы работаем. Также мы принимаем участие во всех мероприятиях. Также мы отправляем заявки, участвуем во всех акциях. Помогают закупать нам расходные материалы. По итогам 2024 года мы только за ноябрь и декабрь отправили более 600 посылок. То есть через Единый координационный центр. Также мы помогали отгружать, и нам сдавали посылки с района, с Кангаласского улуса, с Мигино-Кангаласского улуса, с Салдана. Ребята, наши волонтеры с Покровска, тоже из Смирнинского района, нам отправили посылки. Мы всех доставили в Белгород, в Новоазовск и в Курск. Раньше мы только начинали только плетение сетей. Сейчас у нас помимо плетения мы занимаемся, у нас 3 цеха, пошвейных цеха. Вот у нас филиал в Житае, в Новосибирске, и еще у нас филиал на Ржакова. Там мы будем сейчас, новый проект, это одеяло от тепловизоров. Вот. И, значит, также нам помогает Народный фронт. Мы работаем по оптике. Допустим, сейчас вот мы помогли эвакуационной группе ребятам, те ребята, которые, допустим, с передовой до госпиталя ребят доставляют. Это значит, полностью там весь расходный материал, медицинские, хирургические наборы тоже. И также купили им ИВЛ, вот как бы помогли. Оптика, соответственно, конечно, до дронов, честно сказать, тяжеловато. Дроны закупать еще, дорого очень. Но такие вот, которые более-менее, которые мы можем потянуть, мы-то стараемся ребятам помочь. В основном мы сейчас мы взяли БПЛАшников, полностью им стараемся. У них очень много расходных материалов. Это принтеры, сейчас мы будем закупать, принтеры, потом там расходные материалы, это скотчи, всякие изоленты, все, что требуется для БПЛА. У нас как-то увеличиваются филиалы. Во-первых, мы сотрудничаем с другими. Ленский Покров очень хорошо тоже ребятам помогает на СВО. Также, допустим, Народный фронт, мы состоим там в группе, и я вижу, как другие регионы работают. То есть мы общаемся, они делятся опытом. Мы также открыли филиал, он был уже, наши земляки с Якутии, они тоже решили помочь в Белгороде. Там тоже швейный цех, они помогают. Также плетут сети. Соответственно, допустим, мы помогали, перечисляли, закупили им полностью весь расходный материал. И, пожалуйста, не надо эта транспортировка туда-сюда. Получается, наши военнослужащие могут получить, те, которые поближе к Курску, в Белгороде, они могут приехать на нашу точку и расходные материалы. Тут же это получается мундирование и сети они могут получить. Курске, значит, это от Единого координационного центра, наши опорники, там у нас есть в Курске опорный пункт. Это все мы, допустим, посылки отправляем в Новоазовск, и опорники уже развозят по нашим военнослужащим и по городам. Там у нас 4 направления. В Луганск, в Белгород, и в Курск, и в Новоазовске опорники. У нас есть обратная связь, нам приходят также ребята в отпуск, приходят в гости, дают обратную связь, приходят с подарками, с цветами, с конфетами. Очень приятно. И получается, что мы наработали свою уже клиентскую базу, и то есть нам ребята уже не просто так отправили, а мы уже у нас меняется смена погоды, значит, сезона, и, соответственно, мы одним и тем же также отправляем зима, лето, осень и весна.
Волонтерство в добровольцы превратилось в массовое движение, ставшее по-настоящему важным социальным движением. Филиалы, организованные в улусах, одни из самых активных волонтеров. Несмотря на дальнее расстояние, они сплотились для решения общей задачи. У нас, значит, Чурапча, 2 района, Тополиный, Усть-Алданский улус, Кангалас. Также у нас же девочки приезжают на обучение. У нас Вилюйский, Сюсьмай нам приезжали, Амгинский приезжали, как мы обменивались опытом работы. Девочки работают. Сегодня с Тополиного получили сети. И они уже завтра у нас машины, мы отгружаем, и вот уже подготовили вот посылки. Городские предприятия, у нас один такие из лидеров, да, это у нас НВК «Саха», полностью все филиалы, Социальный фонд России, Якутнедра, сальщики у наши тоже, Илтумен, нам тоже они плетут в нашей сети. Житаев у нас 3 филиала, довольно-таки самых из крупных филиалов, да, допустим, это в пригороде. У нас находится там, значит, ДК «Маяк». Потом находится у нас, значит, на Северном 35, тоже там вот наш швейный цех и вот такой самый большой. И также у нас техникум. В техникуме у нас тоже плетут студенты, вот 3-й филиал. И даже не 3-4, у нас еще 2 детских садика. Снежинка и Василек. Они помогают. И нам, самое главное, нам помогает первая школа. Первая школа, учителя, директор школы, она нам в течение года помогала очень хорошо. Как бы, и мы за счет вот этих денежных средств купили и покупали и ткани, и тактическую медицину мы помогали. А сам у нас лидер такой, да, вот, который нам сейчас очень помогли, это научный центр, Якутский научный центр. Все филиалы, все институты скинулись, и мы покупали нефопаны, жгуты, вот и всякие вот эти, ну, такую вот медицину для эвакуационных групп, также полностью обмундирование и оптику. Получается, во всех филиалах у нас есть, всех предприятиях сотрудники, которые на СВО. То есть мы в первую очередь должны своих работников, своих близких обеспечить. Ну и также у нас заявки поступают с колл-центра 122, единокоординационный центр с Народного фронта. Девочки у нас работают с 8 часов. Хочу поблагодарить колледж связи. Нам предоставил это помещение. И оно отдельное, и мы здесь можем как бы приходить и с 8 часов, и работать допоздна. Вот недавно мы ушли 1:30 ночи. То есть мы можем как бы вот, ну, как бы они тут у нас с охраной, видеокамеры, все это под наблюдением, но мы можем остаться там. Кто-то может, допустим, девочки работают с 8 утра до 2, потом приходит 2-я смена, потом ночная, мы смеемся, кто-то после работы приходит после 6 часов, и мы можем там задержаться до 10, до 12 часов. Да. Также нам еще иногда с районов отправляют сети, готовые уже, или забрать материал. Бывает, что вот перед Новым годом, когда мы собирали вот всю гуманитарку и подарки на Новый год, мы здесь были очень допоздна совсем, потому что ребята приезжали такси, и нам приходилось встречать вот эти все сети, всю эту гуманитарку. А также у нас с Титаров, вот они изготавливают сухие пайки. Это вот такие Лига женщин Петрова с Ларисой Егоровна. Она вот такие вот полностью, они делают капусту, свеклу, вот это полностью все. То есть ребята там горячую воду кидают, 15 минут, плюс тушенка, и как бы борщ готов. Также она сушит яблоки сушеные, и лимоны, и апельсины. Сейчас Лариса чир сушит, вяленое делает. В прошлом году сын у нее погиб, защищал нашу родину. Лариса не осталась в стороне, и она не смогла сидеть, и она стала хоть чем-то помогать. Вот она в Титарых открыли, они маскировочные сети делают, и они вот стали делать вот эти сухие пайки. Сначала сама за свой счет начала вот этим делом заниматься, чтобы не сидеть дома, как-то облегчить ребятам, как бы помогает той бригаде, где ее сын служил. Как-то она пришла, мы познакомились, вступила в наши народные полки. Наши волонтеры, это девочкам нашим от 15 до 70 лет, называются как серебряные волонтеры, да, наши. Ну, для меня они бриллиантовые. Вот. У нас очень дружный, как бы сплоченный уже коллектив. И бывает, что люди пришли, пофотографировались там и ушли. А это у нас девочки остались те, которые, знаете, с утра до вечера работают.
работают без разницы, там какая погода, какие там у нас праздники. Уже со 2 января уже все вышли и как бы все помогают нашим ребятам. Здесь, в штабе добровольца, добродушная, дружеская атмосфера. С утра до вечера плетутся сети, работают посменно. Бывает, особенно перед отправкой гуманитарного груза, работает и в ночную смену. А бывает и так, что Светлана оставалась в штабе и укомплектовывала посылки до самого утра. У меня тоже, конечно, возникали такие мысли, что я вот и устала, и вот зачем мне это надо. Ну, как-то вот бывает там какие-то вот, как говорится, ну, потом берешь волю в кулак, как говорится, да, и как мне отец сказал, ну, если ты уже начала этим заниматься, давай уже до конца. В нашей семье кто-то должен защищать Родину, и в сегодняшний момент это будешь ты. Вот, и как бы моя семья меня моя поддержала и сказали, давай там до последнего уже бейся, там все заканчивай, там помогай до конца, все, а мы тебя ждем в другом городе. И вот я пока тут все ничего не закончится, я никуда не уеду и буду до конца уже помогать. Участник СВО, ныне уполномоченный член Народного фронта Виктор Валерьевич Попов подтверждает, что помощь тыла важна. Считает, что маскировочные средства остаются важнейшей составляющей вспомогательного оснащения на фронте, в котором сейчас воюет его отец. Он в начале 23-го года ушел. Добровольно мобилизовался сам через военкомат. Я ушел за ним же вслед в сентябре месяце. Получил тяжелое ранение. Меня отправили домой. Как бы сейчас прохожу лечение. А отец уже там еще. Также является он ветераном труда, ветераном МВД, ветераном госавтоинспекции. Соблюдение скрытности, многофакторная маскировка – это залог личного выживания и успешного выполнения задач подразделения. Да, это очень хорошо помогает. Там оно как бы, дополнительная защита, маскировка. Очень нужная вещь. Где-то когда-то там от дронов даже спасает. Дроны запутываются, все равно защищают, частично защищают. Гуманитарная помощь, она как бы на всех направлениях есть. Все равно поддержка идет все равно со всех сторон. Да, будет победа народная, потому что как бы все равно даже те, кто находится здесь, дома, да, они все равно думают о нас, о товарищах, которые находятся там, и они в содействии, любую хотят оказать помощь, любое содействие. Даже вот дети письма в школах пишут. Это очень приятно читать, даже дух поднимает боевой, как бы, когда читаешь. У нас вот в блиндаже там целая стена была этих писем всяких разных. Все равно читаешь, все равно как бы на душе приятно, все равно какой-то ребенок, все равно частичку он себя внес, он уже как бы дух поднимает, и все равно ты думаешь, что дома же кто-то ждет, надо все равно же как бы. Мы же хотим как сделать-то, чтобы наши дети жили спокойно, и везде был мир во всем мире. Как бы все же для этого идет. А врага будем давить, победа будет за нами. Народный фронт – все для победы. По-настоящему народный проект, направленный на поддержку бойцов, которые находятся на передовой и выполняют боевые задачи. Работа у нас непростая, интересная, объемная. В данный момент работаем в направлении помощи военнослужащим. Именно собираем, закупаем, поставляем гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Также есть совместные проекты с муниципалитетами, то есть по, как говорится, представленной возможности тоже также оказываем помощь семьям участников СВО. Крайний раз мы развозили детям новогодние подарки. В декабре месяце мы выделяли рыбу, которую нам наши спонсоры предоставляли, и вот в этом отношении проводили работу. Народный фронт на сегодняшний день это большая экосистема, состоящая из людей, активистов, неравнодушных граждан. У нас есть постоянный штаб, то есть у нас есть члены штаба, которые действительно помогают нам, привлекаем волонтерские движения, работаем с народными полками в той же сфере отправки гуманитарной помощи. Данная вот история, именно это у нас маскировочные сети. Люди действительно отзывчивые, неравнодушные граждане нам помогают. Объединение добровольцев действительно тоже
Не так давно, как говорится, пришел в эту должность, и удалось познакомиться со Светланой Архипченко. Она очень такая пробивная, целеустремленная женщина, у нее такой прям напор, жизненный заряд, оптимизм. И действительно тоже работаем с ней именно в гуманитарном направлении. У нас такая гуманитарная миссия. Действительно помогает нам также собирать денежные средства на фонд, с которых мы делаем определенные закупки военнослужащим, народным полкам. Также стараемся как-то помогать закупать вот эти дорогостоящие материалы для плетения маскировочных сетей. И действительно привлекает волонтеров, потому что бывает объем гуманитарной помощи действительно большой. Это нужно все доставить до транспортной компании и так далее. Ну и тем более в Народный фронт обращаются военнослужащие с помощью вот выделения там, маскировочных сетей, там, флисовых костюмах, они их тоже, кстати, шьют. Вот. И действительно мы в такой коллаборации очень тесно сотрудничаем. Дочь ветерана Великой Отечественной войны, участника разминирования дороги жизни в блокадном Ленинграде, служившего командиром отделения рулевых на разных кораблях Балтийского флота, Наталья Березина – одна из самых активных волонтеров-добровольца. Сегодня знаменательный день, сегодня день снятия блокады Ленинграда. И мой отец, участник Великой Отечественной войны, защитник блокадного Ленинграда с 1942 года, он 20 лет пошел. Сам добровольцем вступил. Поскольку закончила речной техникум здесь, в городе Якутске, его отправили на остров Русский на обучение, а потом уже их всех дальневосточников отправили по защите Ленинграда. И в 1944 году его переотправили сюда, вот, ну, поближе, да, поскольку война с Японией у нас уже наступила, помогал китайцам, и был демобилизован в 1948 году. Ему было присвоено звание капитан-лейтенант военно-морского флота. И он также после демобилизации стал водить речные суда, был капитаном, ни одной аварии не совершил. В этот год у нас год защитника. Будем отмечать 80-летие Победы. Отца звали Березин Прокопий Прокопьевич, 1922 года рождения. После демобилизации в 1948 году он поступил в Якутский речной порт. И там проработал капитаном. Женился, у нас 5 детей, все получили высшее образование. Он родом из Тампонского района, родился в село Кресхайжаев, но потом они переехали в село Мегиналдан. И вот в этом селе Мегиналдан есть улица братьев Березиных, поскольку у него старшие братья были, один был офицер НКВД, а другой пограничник, который без вести пропал, и мы до сих пор еще не знаем. Значит, мой дядя Александр, он закончил Свердловское пехотное училище в 1941 году и сразу был отправлен на границу. Был командиром отделения пулеметчиков. Выяснили, что он вышел с окружения, и дальше нам неизвестно. У нас этот год начался с того, что у нас 1 января северное сияние, а потом мы узнали уже про подвиг нашего земляка Туты Андрея Григорьева. И мы поняли, какие у нас защитники, очень мужественные, смелые, терпеливые. Они защищают нашу Родину беспрерывно, без сна, без отдыха, в холоде, в грязи. Они рискуют всем, даже своей жизнью. Светлана, вот спасибо ей, она нашла вот это помещение, договорилась с руководством колледжа связи, и мы по сей день тут плетем. Некоторые у нас девочки работают ночью, некоторые вот рано утром приходят. Марина, вот Тамара, Александра, да, уже привыкли, не чувствуем мы усталости или как ли. Ну, надо. Бывает иногда заказы такие, что очень много надо сети. Мы понимаем это. Также в филиалах тоже понимают. У нас вот в Жатае, как они много чего отправляют. И вязаные носки, сами собирать. Или собирать с предприятий, да. Все это гуманитар, то, что необходимо. Иногда дают заказы, да, сами вот бойцы выходят на нас, дают заказы, что им надо. Парням терпение. Мы думаем, что победа будет за нами, как сказать, враг будет разбит. И как говорили, и мой отец говорил, и вот бойцы все, они всегда сражались за Родину. Так что им мужество, стойкости
Мы верим в них, и они тоже в нас верят. Молодежное крыло Народного фронта – активные участники в гуманитарной миссии. Волонтеры устраняют последствия обстрелов в приграничных регионах, работают в гуманитарных штабах, опорных пунктах. Это в первую очередь команда. Это ребята, которые, несмотря на свои трудности, готовы приходить, помогать, неважно кому. То есть, будь это простые кошки-щеночки, заканчивая бабушками, дедушками, мамами, папами, которые остались одни, тем же детям, которые остались без семьи. Это те люди, которые пытаются помочь тем, кто нуждается в помощи, несмотря на все нынешние положения нашей страны. То есть мы пытаемся помочь всем. Наши вот ребята сегодня утром в 7 утра прилетели с ДНР. Как раз таки вот наш координатор, которого я все это время заменял, пока его нет. Они ездили в ДНР, выполняли свои миссии. То есть, ребята, которые учатся на медиков, они помогали в госпитале. То есть они работали по пострадавшим. Кто был ранен, кому нужна срочная помощь. То есть помогали медикам. В наши ряды вступают люди, которым не безразлично люди и другие. Также школьники изредка к нам вступают. И люди, которым уже по 20, по 30 лет, тоже есть у нас такие люди. Есть предприниматели, которым не все равно. То есть это те самые люди, которые готовы свои заработанные деньги пожертвовать кому-нибудь даже банально на кружку чая. То есть это люди с большим сердцем. Им привозят материалы, будь это ткань, либо катушки с материалом. Мы их просто сюда доставляем и разгружаем. То есть также у нас есть филиалы в речном училище ЕИВТ, в Жатае. И то есть мы все это отправляем, развозим сами вручную. То есть нам Светлана, наша главная по народным полкам, нам говорит, потому что ребята, нужно так сделать. Мы приезжаем, делаем. И также им помогаем. То есть в той же плетке сетей. То есть все на взаимопонимании. Я помогаю нашим бойцам, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Я тем самым помогаю, как и вся наша команда, мы помогаем нашим бойцам, чтобы у нас дальше было мирное небо над головой и чтобы все это быстро кончилось. Все же хотят уже, чтобы это закончилось, поэтому мы помогаем. Я общительный человек, люблю общаться, коммуницировать. Уроки уроками, да, надо учиться, экзамены, я надеюсь, сдам, готовлюсь, но помогать тоже надо. Сейчас трудное время. Я Светлане помогаю собирать посылки для бойцов, сети иногда плетем. Как ты думаешь, когда придет победа? Не надо думать, надо к ней идти. Однажды кончится СВО, мелькать не будут в ленте сборы, наступит в мире тишина, вздохнут спокойно волонтеры. Не будет страшно от звонков, от сообщений полуночных и сотен просьб от пацанов, от матерей, от жен и дочек. Не будут парни погибать, СВО закончится победой, ведь мы умеем побеждать, ведь мы потомки славных дедов. Помчим однажды на вокзал, рыдать от счастья встречи будем и проводить рукой по волосам любимым долгожданным людям. И пусть седые в 30 лет себя почувствуют живыми, пусть плачут на плече в ответ мальчишки, мальчики, мужчины. Ну а пока все только сон, такие сны нам часто снятся. У нас в тылу единый фронт, нельзя, вы слышите, сдаваться.